В основу постановки «Хайд» или «Сказка без конца» легла известная абхазская сказка «Хайд». Сюжет знаком многим. Старик со старухой отправляют сына учиться ремеслу. Но случайно произнесенное имя пробуждает морское божество. Хайд забирает юношу к себе, в ученики. Да не просто так, а почти что в иной мир. И сердца их расцветают, как весенние цветы. По всему ведь стало ясно, что на свадьбу все согласны. И вы с родителями связь держите, невидимую нить любви ярлите. Здесь на сцене сказка оживает. Спектакль полон волшебных превращений, но сквозь них ярко проступает апсора – традиционный неписанный кодекс этики, чести и самого уклада жизни абхазов. Дети увидят чудеса, а взрослые – глубокий смысл. Постановку создали в рамках проекта «Петербургские театральные мастерские» при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и театра «Балтийский дом». Режиссер спектакля Александра Мамкаева. Она рассказывает, сказку выбирали долго и кропотливо. Важно было, чтобы история была понятна юному зрителю. И здесь большая заслуга совместной работы с директором Русдрама Ираклием Хинтва. На самом деле это была совместная работа с Ираклием. Я ему отправила несколько вариантов сказок, это были животные сказки, но мы в какой-то момент с ним обоюдно пришли к этой сказке «Хайд», потому что в ней очень много какого-то волшебства, чудес, превращений. И самое главное для меня, во всяком случае, это тема, которая там для меня заложена, это тема взаимоотношений родителей и детей, насколько важно не терять связь, ту самую нитку, которая связывает поколения. Поэтому эта тема у меня как-то откликнулась в сердце моем, и я взялась за этот материал. Один из главных актеров – 13-летний выпускник детской студии ЧИК Константин Воуба. Он рассказал, что уже дважды был в главных ролях. Когда ему удалось взять роль в постановке «Хайд» или «Сказка без конца», юноша очень удивился, но понял, что надо выкладываться на все 100%. Его персонаж витает в облаках, что не характерно самому актеру. Репетиции у нас начались с начала мая, по-моему, с 8 или с 9 числа. И с этого времени мы практически каждый день репетируем. Сначала мы были в реп-зале, а потом спустились на сцену. Трудно давались мне все танцы, у меня чуть-чуть с этим проблемы есть. Вообще были другие планы, были посложнее, вообще ставили хореографию, но пришлось упрощать. Константин не единственная яркая находка. В спектакле заняты молодые артисты, выпускники ВТУ имени Щепкина Лана Ласурия, Астан Джинджоли и Аманда Чепия, а также актриса Екатерина Барышева. Во время репетиции, конечно, было сложно уловить именно манеру походки, манеру поведения старого пожилого человека, не переборщить с этим и прям оставаться в роли как нужно. Конечно, еще, наверное, были проблемы чуть-чуть с пониманием нашего жанра. То есть сказка детская, она все равно по-другому чуть-чуть, не как обычные спектакли. Как-то там надо прям грань уловить, чтобы и не переиграть, и чтобы нормально все было. И, наверное, в этом было пока первые недели, 2-3, наверное, были сложности, чтобы понять именно, как нужно делать, что, как играть. А сказительницей в этой истории стала Екатерина Барышева. Она откровенно признается, видела в Русдраме только одну постановку, но «Хайд» ее удивил. Екатерина считает, эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. И именно за это она переживала в первую очередь. Чтобы зал был общим, чтобы старшие и младшие смотрели, затаив дыхание. Я начну с того, что да, я сказительница всего спектакля, то есть такое звено, которое ведет зрителя не сколько в саму историю, сколько, наверное, даже ближе в сюжетные перипетии героев. То есть все, что я говорю, они
после либо во время моего рассказа проигрывают на сцене как артисты, которые погружены во все события. Здесь я вот не могу сказать, что это прям игровой такой спектакль, когда есть зверята, тут просто есть люди. И мне кажется, это такая отличительная черта этого спектакля, что здесь есть люди и есть некое существо, которое пытается вскрыть внутренние проблемы героев. Как признается генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба, эту сказку сегодня знают немногие. И главная цель театра – сделать абхазскую литературу узнаваемой. Но достичь этого можно только через содружество и честный обмен опытом. И вот результат. Сама постановка длится всего 50 минут. Это сделано специально, чтобы юные зрители не успели устать. Спектакль получился красочным, ритмичным, без провисаний и скучных сцен. Мы называем себя театром диалога культур. И вот в этом спектакле культуры встречаются в буквальном смысле. Абхазская культура, русская культура, и звучит и абхазский язык, и русский язык, и персонажи абхазской сказки, а сказка рассказана русской сказительницей. Какое-то вообще удивительное соединение. Изначально предполагалось, что будет русская сказка или сказка, которая, скажем, из мирового репертуара. Потом подумали, что в Абхазии, наверное, лучше исследовать абхазскую фольклор и мифологию, но сделать это так, чтобы в то же время мы показали параллели, пересечения, которые могут быть и с русским фольклором, и с русской традицией сказочной. Этот спектакль для детей, в первую очередь. И вот замышлялся он именно как спектакль для детей, причем для детей самых маленьких. Можно приходить с детьми от 3 лет на этот спектакль. Ну, конечно, взрослым будет интересно, потому что взрослым всегда интересны детские сказочные сюжеты. Теперь о главном, о датах и билетах. Предпоказ состоится 31 мая в 17:00. Затем показ 1 июня в 14:00 и 2 июня в 12:00. Билеты можно приобрести в кассе театра и на официальном сайте. И бонус для самых вдумчивых. 30 мая, накануне премьеры, в театре выступит абхазский ученый Арда Ашуба. Он прочитает лекцию об Апсуара, том самом кодексе чести, который так глубоко спрятан в этой сказке. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абазатова.